Видели, что вместе с нами скорбили и все люди, которые проживают в нашей стране. И на утро прилетел президент Российской Федерации. Он сказал, что он видел ситуацию одну с Москвы, и когда приехал на место, он совершенно по-другому посмотрел на ситуацию, которая была в Ингушетии. То есть это тоже очень важно, поддержка. Но нам нужно сделать все сегодня, чтобы была обеспечена спокойная жизнь, чтобы подобного, не то, что произошло в Дагестане, в Северной Осетии, я имею в виду Беслан, Ингушетия, то, что произошло в отдельных регионах, чтобы это нигде никогда не повторялось. Мною принято решение разместить на Назране полк внутренних войск, вы об этом уже знаете. Будем укреплять и подразделения Министерства обороны. Речь ведь идет о потерях прежде всего среди руководящего состава республиканских органов правопорядка. Достаточно чувствительные, и я считал своим долгом поддержать президента республики в этой довольно сложной для него ситуации. Первое. Второе, нужно было посмотреть и самому на месте убедиться в том, как происходили эти события, и реально на месте посмотреть эти результаты боестолкновений. И должен сказать, что они, конечно, расходились с тем, что я услышал предварительно в Москве. То, что там произошло, очередная террористическая вылазка, достаточно тяжелыми последствиями, конечно, для нас, она не могла не изменить там ситуацию. И не изменила ее. И вообще сейчас, не только в стране, в целом на Северном Кавказе, нет силы, которая может изменить ситуацию. Это просто попытка продемонстрировать силу и возможности отработать деньги, которые проплачены спонсорами, и попытка дестабилизировать ситуацию в республике. Бандитам не нравится, что руководство республики Ингушетия в последние 1,5 года активно работает над тем, чтобы создать нормальные условия для жизни своих собственных людей.